Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. На этой неделе наше внимание привлек большой аналитический материал издания Евразия Дейли под названием «И все же, от чего же так бесятся англосаксы и почему говорят о закате их империи?». Его автор Эмиль Боев дает интересный и подробный расклад того, как меняются мировые торговые пути и как ныне популярные морские маршруты транспортировки товаров и грузов замещаются сухопутными транспортными коммуникациями, которые, по утверждению автора, и дешевле, и быстрее. В частности, эксперт утверждает, что Россия вместе с Китаем обо всем поладили и с Ираном, и с Домом Саудов, и с Эмиратами. Цитата. «Мы беремся строить железнодорожный и автомобильный путь из Ирана через Ормузский пролив в Оман, оттуда протянем дорогу до Йемена, а там через Бабель-Мандебский пролив в Джибути и всю Африку. Англосаксы, утверждает автор, могут контролировать море всеми своими авианосцами, но на суше появится своя транспортная инфраструктура, короче, дешевле и быстрее». Если кто думает, что подобные стройки нереальны, то глубоко заблуждается, считает эксперт, и напоминает, что китайцы уже сегодня строят мосты на опорах 400-500 метров высотой. Китайцы уже построили Даньян-Куншанский виадук длиной 165 километров, самый на текущий момент длинный мост в мире. Да и мы, построив Крымский мост, тоже приобрели изрядный опыт, подытоживает Боев. Напомним также, что на прошлой неделе посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что Северный морской путь может обеспечить судоходство тем операторам, которые желают перестроить маршрут из-за атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. Заявление прозвучало на фоне того, что мировые компании одна за другой объявляют о приостановке перевозок через Красное море на фоне угроз хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли. Тут надо также отметить, что по утверждению автора план России и Китая гораздо глубже строительства путей сообщения для банальной перевозки товаров. Один пояс, один путь. Это создание нового экономического пространства шелкового пути. Это транспортные коридоры из Китая в Европу через Россию. Это строительство высокоскоростной магистрали Москва-Алматы-Пекин с пассажирскими поездами, идущими со скоростью до 400 км в час. Это строительство железных дорог из Китая через Среднюю Азию к Персидскому заливу и Индийскому океану. Будут созданы новые огромные города вдоль транспортных артерий. Критикам этих идей автор отвечает следующее. Это не фантазии. Россия и Китай с группой поддержки Азербайджаном, Турцией, Ираном, среднеазиатскими республиками, со всем практически Ближним Востоком интегрировали свои планы в долгосрочные решения своих правительств и бюджетные решения на много лет вперед. Процесс уже идет, он виден, он вызывает ярость и беспрецедентное противодействие англосаксов. Злятся англосаксы, ибо уже видят, как русские и китайцы снимают с бесконечных грузовых потоков бесконечные ленты рублей и юаней в виде таможенных пошлин, транспортных тарифов, страховых платежей и так далее. Причем каждый снятый рубль или юань – это отнятый именно у англосаксов доллар или фунт, утверждает автор. Если рассматривать события в мире именно под таким углом, говорит автор, битва морских кракенов с сухопутным медведем и драконом, многое становится совершенно понятным, объяснимым и логичным. Война на Украине, например, это попытка перерезать сухопутные пути доставки нефти и газа из России, заставить Россию возить свои ресурсы танкерами и газовозами, да в ту же на Индию, например. А уже из Индии на танкерах и газовозах, опять же, по морю же можно забирать в любую страну мира. Англосаксы не возражают. Поэтому и из Новороссийска перевозки не блокируют. Так морем же их же корабли и возят, их же страховщики и страхуют. И северные потоки взорвались с той же целью – заставить Россию подавать свой газ в Европу в сжиженном виде, морем на газовозах. Давая свои расклады, автор также упомянул
о том, как все это влияет на наш регион, Закавказье. Цитата. «И с Закавказьем все сразу понятным становится. Напряженность там нужна в точности, как хуситы в Красном море. Перессорить все Закавказье, Иран, Турцию, Азербайджан, Россию, Армению и сделать невозможной их совместную работу по созданию единого общего транспортного коридора». Вот такой вот довольно интересный экономический расклад геополитической ситуации в мире. А что касается, кстати говоря, Украины, на прошлой неделе генсек НАТО сделал также довольно неожиданное заявление. Йенс Столтенберг признал, что Россия создала очень хорошо укрепленную линию обороны, которую сложно преодолеть во время специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью германскому агентству Deutsche Presse-Agentur. В действительности ситуация на поле боя сложная. Линия фронта за последние недели не сильно изменилась, сказал генсек. У российской армии было время на самом деле закрепиться, создать хорошо подготовленные рубежи обороны с огромными минными полями, окопами и препятствиями для танков, указал он. Эти линии обороны сложно преодолеть, особенно если нет военно-воздушных сил, которые могли бы в действительности поддержать эти операции, считает Столтенберг. К другим темам. В нашей недавней передаче мы уже рассказывали вам о нашей соотечественнице в Турции Эльчин Башол, которая выступила с речью во время форума ООН по вопросам меньшинств и высказалась о важности установления прямого морского сообщения между Абхазией и Турцией, а также о необходимости признания абхазских паспортов. Сегодня у нас получилось связаться с Эльчин напрямую и узнать подробнее, как ее речь была воспринята на самом форуме и почему она считает важным лоббировать интересы Абхазии на самых различных площадках. Смотрите интервью с ней. Эльчин, приветствую вас, и прежде всего хочу спросить о форуме. Почему вы решили участвовать в нем и что было главной целью? Форум в основном был для тех, кто живет в странах и представляет национальное меньшинство в его рамках. И, как вы знаете, мы, абхазы, живущие в Турции, всегда имели хорошие отношения с турками еще со времен Османской империи, с османского периода. С нами не обращались как с нацменьшинством. Но вот все же я подумала, что участие в этом форуме ООН было бы хорошей возможностью рассказать о проблемах Абхазии и абхазов, и захотелось воспользоваться этим преимуществом. Моей главной целью было вовсе не жаловаться на Турцию как представителя нацменьшинства, а защищать и представлять права абхазов. Потому что нам необходимо быть видимыми и слышимыми другими. И для этого мы пользуемся всеми возможностями и платформами. И хотим, чтобы наши голоса были настолько громкими, насколько это возможно, на которых мы можем говорить. Вот почему я решила участвовать в этом форуме. Кстати говоря, я мама двоих детей, и одному из сыновей всего 8 месяцев. Было достаточно нелегко оставить его в Турции, чтобы участвовать в этом форуме. Но все же у меня есть ответственность перед моими братьями и сестрами в Абхазии. И потому я решила оставить 7-летнего сына с отцом в Турции, а с 8-месячным ребенком поехала на форум. Это, конечно, нелегко далось. Пока я выступала с платформы форума с речью, мой сын ждал меня где-то за кулисами форума. Такова была обратная сторона вопроса. И мой следующий вопрос будет о самой речи. Имею в виду, какие были ваши основные тезисы, что вы постарались представить или объяснить слушателям. В своей речи я постаралась рассказать о нарушении исторических и гуманитарных связей между абхазами, которые живут в Турции, и теми, кто живет в Абхазии, из-за политического кризиса, связанного с вопросом признания независимости Абхазии. Я подчеркнула вопрос необходимости признания документов для передвижения, что влияет на социальную вовлеченность граждан.
Моим предложением было возобновить и организовать прямое паромное сообщение, организовать мобильные консульские службы и признание турецким государством документов, выданных в Абхазии. По правилам этого форума я, конечно, должна была бы больше сосредоточиться именно на проблемах абхазов, живущих в Турции, но на самом деле было гораздо больше других вопросов, которые можно было бы поднять. Но все же меня просили сконцентрироваться именно на проблемах абхазов, живущих в Турции. Вот почему я так широко затронула тему транспортных коммуникаций и документов и паспортов, что в целом является изоляционной политикой против Абхазии. Также я говорила о возобновлении ранее существовавшего прямого паромного сообщения Трабзон-Сухум. Помимо того, об оказании консульских услуг в Абхазии и признании свидетельств о рождении, абхазских дипломов и других документов. Эта ситуация с ограничениями передвижения и с непризнанием документов, на мой взгляд, позор для всего мира. В 21 веке Абхазия и абхазы все еще игнорируются миром и выключены из сферы международных отношений. Я думаю, это позор для всей системы в целом, и это негуманно. Об этом я и говорила в своей речи. Также, Эльчин, нам было бы интересно узнать, как работает этот форум, кто в нем участвует в этом форуме, получили ли вы какую-либо обратную связь на свое выступление, возможно, было какое-то другое общение. Форум был организован ООН и представлял собой важную платформу для представителей различных национальных меньшинств, чтобы обсудить волнующие их вопросы. В структуре были презентации, дискуссии, обмен идеями. Форум был очень интересным, и хочу сказать, что обычно в зале заседаний ООН нельзя хлопать выступающим. Об этом предупреждает секретарь в самом начале выступления. Но моя речь вызвала аплодисменты. И причиной тому было то, что перед этим форумом я провела неделю в Женеве, и все это время я встречалась с представителями различных национальностей, и им всем рассказывала об Абхазии, о проблемах, с которыми сталкиваются абхазы в мире. По сути, я занималась лоббированием абхазских тем за неделю до форума. И хотя на форуме я была не одна, когда выступала, со мной был представитель адыго-черкесской диаспоры Сельчук-Бей, но помимо этого люди из различных стран поддержали меня от Сомали до Бразилии, от Ливии до Венгрии. То есть я старалась рассказать об Абхазии всем и до, и после форума, и это было очень ценно для меня. После моей речи многие ко мне подходили и задавали вопросы. Скажу прямо, что грузинские националисты делают все, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания на международных площадках. Громче всех кричат, рассказывая неправду, и ведут себя очень шумно. А мы, как абхазы, не защищаем себя на таких площадках. Мы не защищаем наши права. И я думаю, что это большая проблема. И этот форум был хорошей возможностью рассказать о нас. Участвовать в таких форумах, событиях, встречах действительно важно, где мы могли бы сами о себе рассказать миру. Эльчин, также знаю, что вы преподаете в университете и что ваши академические работы и тезисы в основном посвящены Абхазии. Могли бы вы рассказать об этом подробнее, пожалуйста? Да, конечно, с удовольствием. Я пишу докторскую диссертацию на тему процесса государственного восстановления в Абхазии. Изучаю государственную структуру, функционирование государства и то, как было заложено и основана независимая республика Абхазия вперед после развала Советского Союза и войны за независимость. Моя диссертация посвящена обоснованию независимости Абхазии сквозь призму различных теорий
теории и международного права. То есть, по сути, это докторская диссертация на тему международных отношений. Как я уже сказала, также она включает теории и концепции международного права. То есть все мои академические работы, и это, и предыдущие, посвящены Абхазии. И моим консультантом в работе является профессор доктор Митат Челикпала, он черкес из Турции, и он очень авторитетный специалист. Я безмерно ценю его помощь и вклад. Мне, конечно, очень повезло в том, что я пишу свою докторскую работу с одним из лучших профессоров в одном из лучших университетов Турции в сфере международных отношений. Параллельно я читаю лекции в университете, который находится недалеко от города Измир, читаю лекции в своей сфере, у меня сотни студентов. Также вместе с мужем, тоже абхазом из Турции, академиком Чкуаном Дуня, мы делаем много полезной работы для академической сферы и продвижения интересов Абхазии. В прошлом году, например, он был в Европарламенте в Брюсселе и провел много встреч, касающихся прав абхазов и признания независимости Абхазии. Я хочу сказать, что изоляция, наложенная на Абхазию, это грубейшее нарушение прав человека. В этом нам нужно и академическое изучение вопроса, и активизм гражданский. И наше преимущество в том, что, будучи гражданами Турции, мы имеем доступ к миру и используем его уже как абхазы. Вы стараетесь это совместить, и ваше абхазское лобби сделаете таким образом доступным для мира. Благодарим вас и спасибо за это интервью. Было интересно пообщаться. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.